Умар Алиевич, что произошло в ту ночь в гостинице Four Seasons? Что предшествовало этой стрельбе? В гостинице в тот день действительно была стрельба. Стрельба была с моей стороны, она была не намеренная, я не планировал это, да. Я не планировал кого-либо задеть или ранить, или убить, ни в коем случае, да. Этому предшествовал мой разговор с одними бизнесменами, да, где я просил помочь в одной ситуации одной нуждающейся там организации. Они мне ответили отказом, хотя могли бы, они миллиардеры, хотя они могли бы совершенно по-другому отреагировать и помочь той организации, которая нуждается, это благотворительный фонд. И во мне вскипело все, конечно, сыграла контузия, во мне вскипело то, что когда мы были на рубежах наших границ, когда мы защищали нашу родину, когда мы целостность России отвоевывали, да, когда мы были под пулями, под бомбежками, жили в режиме КТО на территории Чеченской Республики, эти коммерсы, я не стесняюсь называть коммерсами, они коммерсы, они определенная каста людей, они здесь за счет крови других наживали миллиарды. И вот они мне отказали в моей просьбе, и у меня накопило, работала, как я сказал, скорее всего, контузия, я человек раненый, контуженный, и у меня от этого отчаяния непроизвольно я выстрелил несколько раз в потолок. Это было в номере, это больше нигде не было, но почему-то это решили придать огласке. И я сожалею о том, что так получилось, да. Я не предполагал этого, как я уже говорил. Я принес извинения перед администрацией, перед руководством, перед сотрудниками гостиницы. Я сейчас приношу извинения перед общественностью, которая оказалась свидетелем, да, того, что потом обо мне говорят, пишут или же показывают. Много нелепой информации, которую я сам смотрю и удивляюсь, откуда, мол, что это за географические новости, как говорил Маяковский про российский паспорт. Не про российский, а про польский паспорт. Ну вот так вот, в двух словах, это был нервный срыв, это был крик отчаяния. Ну, я могу все равно сказать, что я не жалею об этом. Я сожалею, но не жалею, что я так поступил. У меня иного выхода не было. Но, слава Богу, небеса знают, я никого не хотел ни ранить, ни задеть. Это было 1 на 1. Да, я нанес ущерб какой-то зданию гостиницы, да, номеру. Я компенсировал со стороны гостиницы, ко мне претензий нет, у меня к ним претензий нет. Мы расстались дружно, мирно. Сейчас я живу у мамы. А как вы думаете, кому-то было выгодно испортить вашу репутацию, подняв такой шум вокруг этого инцидента? Есть ли какие-то версии? Я не думаю, нет, я сам создал эту ситуацию, эту историю, просто ее подхватили по-разному. Одни по-доброму, другие как горячие новости. Каждый хочет заработать свой кусок хлеба. Один на сенсации, другой на подлоге, другой на клевете, другой на правде. Я не думаю, что это кому-то выгодно, я не вижу врагов, я не вижу злопыхателей, я не вижу тех, тех людей, или те организации, или те структуры, которые мне желали бы не добра. Просто это уже, если человек что-то по накатанной идет, если человек известный, то на него вешают все. Это набор фраерский такой. К чему я отношусь трезво, разумно, я это все понимаю. Горячие новости вы фильм, наверное, видели, и знаете, как это все происходит. Некоторые СМИ написали, что пистолет Ерыгина, из которого вы стреляли в ту ночь в гостинице Four Seasons, не был наградным. Вот можете как-то это прокомментировать? Это боевой пистолет. Я был награжденным во время боевых действий на территории Чеченской Республики. Я не могу сказать, какое ведомство меня наградило. Это не МВД, это ведомство
подчиненное Министерству обороны. Я его ношу законно, он у меня с правом ношения и хранения. В разрешительной системе он отмечен. Помимо этого у меня есть автомат Калашникова, у меня есть еще награда. Калашников сам при жизни мне его подарил. Я его сдал на хранение в разрешительную систему МВД, там он и находится. И другого оружия никакого нет? Другого оружия я никогда не имел, кроме тех разгрузок, которые были во время боевых действий. Это специальные боеприпасы, снаряжение, которое ты носишь, когда бегаешь по полям войны. Умар Алиевич, у вас интересный жизненный путь. Вы начинали снизу и добрались до самых верхов, вас действительно знают во всем мире. Скажите, пожалуйста, кому вы обязаны тем, что стали именно таким? Кто повлиял на ваше становление? Начинал чабаном, грузчиком, кочегаром, потом студентом техникума, потом армия, потом Институт международных отношений, 10 лет в партии КПСС по убеждениям, потом перестройка, потом улица Москвы, 90-е, я их прошел, банды. Все то, что прошла наша страна, я являюсь современником того времени, счастлив тому, что ужил. Мог бы не быть сейчас перед вами. Но мне повезло. Многие ушли, а я остался жив. Вы знаете, мне в жизни повезло встретиться с великими людьми, я бы их назвал. Это по очереди, да? Это Махмуд Эсенбаев, это Зураб Церетели, это Юрий Михайлович Ложков. А также мне повезло, когда я работал сенатором, общаться с нашим действующим президентом Путиным. И он всегда брал меня в свои поездки заграничные. Я был председателем организации такой, как Российское исламское наследие. И в арабских странах меня всегда брали. И Путин всегда мне оказывал поддержку моральную. Он всегда помогал, видел, что я чуть-чуть мне неловко, да, неудобно в таком формате быть, да, но он по-человечески оказывал мне поддержку. Вот 3 человека, да, которые я перечислил, главный, да, и наш действующий президент, сам того, может быть, не желая, оказались в моей жизни моими наставниками. Я надеюсь, что я оправдал когда-то доверие, оправдывал доверие. Я еще хочу быть полезным общественно нашему обществу, нашей стране. Надеюсь, мои выстрелы отчаяния, они дадут возможность мне по-другому посмотреть на все то, что происходит в мире, на то, что происходит в стране, и сконцентрироваться уже, сфокусироваться на других каких-то задачах, быть полезным обществу, быть полезным стране. Я патриот. Вы, как знаете, я меценат, уже не в той степени, не в тех рамках, как это было раньше, но я продолжаю, да, и я хочу быть полезным народу. И как российскому, так и чеченскому.